Тимур Рашитович, здравствуйте. Здравствуйте, Исамисис. Сейчас по всей России проходит конкурс «Лидер России». 5 сезонов, 419 победителей. Конечно же, за этими цифрами стоят истории успеха. Вы тоже победитель прошлого сезона, и сегодня вы находитесь в кадровом резерве Раисы Республики. Вы руководитель, и хотелось бы узнать о вашем опыте, как на вас повлиял этот конкурс. Я участвовал 4 года подряд, и первые 3 года проваливался на разных этапах тестов. И мне хотелось даже своим детям, своим родным и близким сказать, что уже пора, я куда-то прошел, и вот получается на 4-й сезон получилось пройти дальше. Вы знаете, что мы получаем грант 1 000 000 рублей, который я уже успешно реализовал, получил образование в Сколково, и это тоже очень полезно, голову сломал, круто и интересно. Конкретно у меня было 2 наставника, это Ирина Анатольевна Яровая и Рустам Нургалиевич Миниханов. Это большая честь прикоснуться к опыту, понять, как эти люди принимают решения, как они в своей жизни двигались, и, конечно, послушать их советы и рекомендации по своим проектам, и возможность проекты, которые полезны для страны, для республики, тоже продвинуть с помощью, в том числе, этих наставников. Если говорить о ваших проектах, это предпрофессиональные классы. Расскажите, пожалуйста, про них подробнее, и почему именно они стали интересны Татарстану сегодня. Ни для кого не секрет, что сегодняшнее образование слабо готовит детей к будущему, и хотелось бы это поменять. Хотелось бы уже, чтобы в школе появилась система стажировок и мощные академические знания. И еще я, как человек, у которого бабушка 47 лет проработала в татарском детском саду, и сам я прожил в другом городе, в Москве, около 2 лет, и я понимаю, что помимо качественного образования нужна и связь с родной культурой, с родным языком. То есть нужна такая мощная сеть школ, в которой все это будет развито, все это будет в единой концепции, и, надеюсь, в перспективе удастся этот проект реализовать. Дайте, пожалуйста, совет конкурсантам, какие проекты самые востребованные, на что нужно обратить внимание. Я выбрал те проекты, в которых я разбираюсь, я действительно эксперт в сфере образования. Я советую также людям просто посмотреть со стороны на всю систему, может быть, даже не только в республике, а в стране, и что они могут в рамках своей сферы изменить. Потому что, на мой взгляд, тяжело менять то, в чем ты не разбираешься хотя бы чуть-чуть, и нужно быть экспертом. Если не победа, какой багаж даст этот конкурс? Участвовать точно стоит. Ты с ребятами вместе решаешь разные кейсы в стрессовых ситуациях, на ограниченное время, и сбоку, с краю тебя всегда время оценивают. Это не секрет. И после этого мы получили развернутый отчет, каждый из нас, кто прошел дальше или не прошел, с методиками развития, с книгами, с приемами, которые нужны. И мне это было полезно, я до сих пор по ним частично двигаюсь. Тимур Рашитович, я вас благодарю за очень интересную беседу. Всего доброго. Спасибо вам большое. Очень приятно. До скорых встреч.